Прокуратура Чувашской Республики направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве. Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, мужчина, являясь руководителем юридического лица, на основании фиктивных договоров найма перечислил с банковского счета организации на свои счета и счета аффилированных ему лиц денежные средства в размере более 60 миллионов рублей, что привело к банкротству возглавляемой им организации и невозможности в полном объеме исполнить обязательства по уплате налогов на сумму более 35 миллионов рублей. Кроме того, получив по договорам наймов и распискам от 6 знакомых граждан денежные средства, обвиняемый похитил их, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу. Направлено в суд уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы города Чебоксары, которая обвиняется по 3 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Предварительным следствием установлено, что девушка по предварительному сговору со своими знакомыми, не имея реальных намерений осуществлять какую-либо коммерческую деятельность, подготовила и представила в органы Федеральной налоговой службы города Чебоксары и города Москвы необходимые для регистрации организации документы, тем самым незаконно образовала 3 юридических лица. Предварительное следствие по делу проведено СУ МВД по Чувашской Республике. Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлены в Калининский районный суд города Чебоксары. Отмечаем, что за совершение подобных преступлений санкции статьи предусмотрено максимальное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. После вмешательства Алатырской межрайонной прокуратуры погашена задолженность местной администрации перед подрядчиком, выполнившим работу по ремонту дороги. Алатырской межрайонной прокуратурой выявлен факт неоплаты предпринимателю исполненного муниципального контракта. Установлено, что Кирским сельским поселением Алатырского района заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на ремонт автомобильной дороги. Несмотря на выполнение подрядчиком необходимых работ, администрация поселения в установленный контрактом срок не произвела его оплату, в результате чего образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем в размере более 1 миллиона рублей. Межрайонной прокуратурой в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка выплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и внесено в его адрес представление об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства задолженность перед подрядчиком погашена в полном объеме. По постановлению прокуратуры первый заместитель администрации Маргаушского района привлечен к административной ответственности за нарушения в области финансов. Прокуратурой Маргаушского района проведена проверка администрации Маргаушского района, в ходе которой выявлены нарушения. Установлено, что между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и администрацией Маргаушского района заключено соглашение о предоставлении целевых бюджетных средств на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно условиям соглашения, администрация района была обязана предоставить в Минтранс Чувашии отчет о проведенной работе, что в установленный срок сделано не было. Прокуратурой района по данному нарушению в отношении первого заместителя администрации Маргаушского района возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ. Виновное должностное лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей. Житель Красноармейского района признан виновным в покушении на убийство своего знакомого. Красноармейской районной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Судом установлено, что подсудимый в мае 2020 года на почве личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, нанес не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки и шеи своему знакомому из соседнего села, придя к нему домой. Однако злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел на убийство потерпевшего до конца в связи с тем, что истекающий кровью мужчина был обнаружен пришедшим к нему односельчанином, который принял незамедлительные меры по вызову бригады скорой помощи. В результате оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи житель
Жизнь потерпевшему была спасена. Согласившись с достаточностью предоставленных стороной обвинения доказательств, суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Житель Чебоксарского района осужден за езду с поддельным водительским удостоверением. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Судом установлено, что в апреле 2020 года житель одной из деревень Чебоксарского района, имея при себе поддельное водительское удостоверение, приобретенное в городе Москва, управлял автомашиной на территории города Чебоксары. Поддельное водительское удостоверение выявлено при проверке документов сотрудниками ГИБДД. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.